В России создадут институт профессиональных семей, которые за усыновление или удочерение будут получать зарплату, заявила сегодня в Сыктывкаре первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи Ольга Батаева. Громкая новость прозвучала во время Всероссийского съезда директоров, интернатов и приютов. В Коми съехались руководители организаций для детей-сирот практически из всех регионов страны. Это около 500 делегатов. Максим Васильев о главном накале. Детей-сирот в России с каждым годом все меньше. Общими усилиями регионы уже сократили их количество до 95 тысяч, а в ближайшее время намерены еще уменьшить эту цифру. И дело не только в материальном стимулировании приемных родителей. Власть желает комплексно изменить общественную ментальность. Мы знаем, что есть опыт стран, в том числе и входящих число бывших республик советских, где такая проблема по сути решена, но решена именно потому, что менталитет людей, общества таков, что он априори не допускает ситуацию, что ребенок может остаться один. И вот второе направление работы, это тоже очень важное, очень, в общем-то, непростое, это как раз проводить работу внутри общества. Сегодня для детей-сирот и малышей без попечения родителей делают многое, но и этого пока недостаточно, считают в федеральном Минобразе. Малышей уже очень осторожно отдают иностранцам, поток снизился почти в 5 раз. От регионов ждут конкретных планов, действия и программ. Предложение властей нашей республики по социальной адаптации выпускников интернатов заместитель министра образования России Вениамин Каганов оценил положительно. Обычно такое воспитание может дать семья, но если не случилось, значит должны быть такие условия, когда не только ребенок к этому готовится, но и сопровождается по жизни в сложных условиях. Мы относимся очень положительно, и динамика реализации вот этих планов в Коми, она впечатляет, и по цифрам видите, что это результат очень такого слаженного труда очень многих людей. Я думаю, что этот опыт, он обязательно получится, и мы будем внимательно за этим следить, в том числе и для того, чтобы рекомендовать другим регионам. Быть приемным родителем не только право, но и большая ответственность. Депутаты Госдумы намерены стимулировать семьи, создав институт так называемых профессиональных семей. Это когда приемные родители за любовь и ласку теперь станут получать зарплату. Но не все. Претендентов на эту профессию ждет серьезный квалификационный отбор. Эти люди будут работать на основании трудового договора, получать заработную плату, будут предусмотрены серьезные квалификационные требования к этим людям, предусмотрено сопровождение таких семей, потому что нам важно, чтобы и эти дети, которые сейчас трудно устраиваются в семьи, все-таки они тоже семью нашли. Стимулировать семейное устройство депутаты Госдумы станут еще сильнее, в том числе материально. А еще народные избранники намерены развивать службы сопровождения детей-сирот, чтобы жизнь для них и после взросления не превратилась в гонку на выживание. Максим Васильев, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.